интересно. Мы сейчас приветствуем Алекминский район, Анабарский приветствуем район, Ленский. Спасибо за ваши ладошки, мы очень рады. Мы будем сегодня работать в чате, будем задавать вам вопросы и просим вас быть активными, потому что все вопросы, которые мы будем задавать и будем обсуждать, это все вам будет необходимо или вы уже в процессе разработки заявки вашего проекта подачи на конкурс. Так, и по плану у нас сегодня, получается, мы сосредоточимся вообще о конкурсе, да, поговорим о том, что когда мы заполняем заявку, самый первый, да, наверное, со мной согласитесь, блок – это вот этот первый блок о проекте. И мы, наверное, сегодня будем говорить в основном о проекте. Давайте поставим перед собой такую цель не выйти за час работы. Самый дорогой ресурс, мы считаем, ну я точно так считаю, это временной ресурс, поэтому час. И не знаю, формат вам удобен или нет, можете тоже написать, но мы планируем с вами встречаться в это же время по понедельникам еще в течение, наверное, как минимум 2 недель. Следующую неделю мы посвятим. Да, следующий вебинар у нас состоится ровно через неделю в это же время, в 11 часов по якутскому времени, поэтому можете себе напоминалку поставить, что 23 мая мы с вами встретимся на онлайн-вебинаре, и это будет уже часть вторая вот этого вебинара, это будет логическое продолжение вот сегодняшнего вебинара, и ровно через 2 недели в это же время по якутскому времени в 11 часов мы также встретимся на этой площадке по этой же ссылке, то есть искать вторую, третью ссылку не надо будет, то есть по этой же ссылке вам надо будет подключиться, и это будет уже 30 мая, перед, как говорится, уже будет лето, да, к тому времени. 30 мая мы уже завершим, это будет третья часть и логическое продолжение этих двух предыдущих вебинаров, которые состоятся сегодня и ровно через неделю, 23 мая. Да, и я бы хотела сказать, что блоки по, значит, организации, по команде проекта, календарный план, бюджет мы разберем в следующий раз. И еще приготовьтесь к тому, что мы предлагаем такую форму, это будет наш третий вебинар, третий понедельник. Мы попросим уважаемых участников, тех, кто планирует и уже разработал проекты на конкурс, да, направить нам свои, вот может быть в Word или в PDF часть о проекте для того, чтобы мы рассмотрели, мы можем не называть название проекта, мы точно сохраним в тайне ваш проект, но мы бы его за недельку просмотрели этот блок и дали тут же онлайн обратную связь. Так делает фонд президентских грантов, вплоть до того, что эксперты говорят, мы советуем вам подаваться, отличный проект, нужно чуть-чуть доработать, или вам еще нужно покорпеть и этот блок доработать, тот другой, и даже можем дать рекомендацию не заявляться на этот конкурс, а лучше доработать, 7 раз отмерить, 1 раз отрезать и попробовать на другой конкурс. Я предлагаю начать. Да, давайте с презентации. Сейчас попросим наших коллег включить презентацию. И в общем таком быстром Горный темпе. район, Якутск. Ну что, дан старт 20 апреля второму конкурсу 2022 года Фонда культурных инициатив. И Фонда культурных инициатив, и он продлится у нас до 7 июня. До 7 июня по московскому времени 23 часа 30 минут у нас закрываются двери, как говорится, приемной кампании, и от нас улетят заявки. Да, это у нас уже, получается, будет с вами третий опыт, да? У нас уже прошло 2 конкурса, и я помню, что в прошлом году в июле был объявлен конкурс, здесь было дымно, было жарко, но к нам в Единый ресурсный центр на консультацию и потом на экспертизу обратилось 50
участников конкурса, из них 10 выиграло, с чем мы их поздравляем. Второй конкурс прошлого года, он какой-то был не такой активный, я бы Это был сказала. январь. Да. Январь, было подано от республики 176 заявок, из них было поддержано 18 проектов, что говорит о том, что как раз-таки нам нужно повысить качество проектов для того, чтобы действительно побольше было проектов поддержано. Если в 2021 году было поддержано 34 проекта, да, то сейчас у нас поддержано лишь 18 проектов, и это перед нами ставит большие задачи участвовать в вебинарах, показывать свои проекты экспертам, пройти экспертизы, консультации, быть уверенным в том, что действительно ваша заявка, возможно, будет иметь большую вероятность поддержки, и только тогда, если у вас уверенность есть в команде, в концепции проекта, да, о чем мы будем сегодня говорить, то я рекомендую только так подавать. Но мы сегодня проводим вебинар еще в статусе как победители президентского фонда культурных инициатив. Мы стали победителями этого первого конкурса, мы в январе подали и стали победителями конкурса, и наш проект был самый крупный по сумме 4 миллиона 700 тысяч рублей на реализацию проекта «Артическая креативная академия». Мы очень рады и счастливы. Да, но я хочу сразу сказать, что на первый конкурс 2021 года мы тоже подавали свою заявку, и мы проиграли. Мы не отчаялись абсолютно, это нормально. Бывают в фонде президентских грантов люди отчаиваются после первой попытки, после второй и после третьей. Опыт вот фонда «Семья для ребенка», который я тоже возглавляю, 3 раза проиграли, чтобы потом начать выигрывать, но через конкурс точно. И здесь я хочу особенно обратиться к тем коллегам, у которых не получилось выиграть в предыдущих конкурсах фонда культурных инициатив, и вам буквально не хватило там, не знаю, 3, 5, 10 баллов, точно есть шансы победить, не унывайте, должна у вас родиться устойчивая мотивация, все-таки доработать вашу заявку, отправить на конкурс, и мы будем вам в этом помогать. Напоминаю, что услуги у нас бесплатные, вы можете обращаться, и мы в чат попросим коллег отправлять нашу информацию по номерам телефонов. Вы записываетесь к нам на консультацию и потом записывайтесь к нам на экспертизу. Но я дополнительно хочу добавить, вот сейчас у нас на экране стоят сроки подачи заявки, и очень рекомендую подать заявку за 3 дня минимум, да, для того, чтобы действительно был опыт такой, что последние дни сайт зависал, когда вся Россия подключается, все просыпались, и такое же, скорее всего, мы надеемся, что такого не будет, но очень хотим вас предостеречь, потому что и в фонде президентских грантов в марте было такое, что 3 дня последних сайт очень медленно работал, и есть случаи, когда люди не подавали, писали, но не удалось им отправить заявку. Еще, давайте будем честные. Но мы тоже отправляем в последний момент, как и многие коллеги. Да. Мы как бы пытаемся всегда чуть раньше, но все понятно, сложно, надо очень много раз проверить и так далее. И обидно, когда в прошлом году, в прошлых конкурсах у нас неправильно прикрепили устав, да, не то подтверждение заявки улетело. Из-за этого они прошли независимую оценку и были сняты несколько заявок, поэтому нужно время для того, чтобы проверить себя, и да, техника может подвести. Следующий слайд, пожалуйста. Да. Давайте внимательно сейчас все-таки проверим на берегу, кто у нас может стать участниками конкурса. Это впервые на моей практике, когда президентские гранты выдаются не только некоммерческим организациям, да, за исключением государственных учреждений, государственных корпораций, государственных компаний, политических партий, но также коммерческим организациям, ООО, да, в сфере культуры, искусства, креативных индустрий, индивидуальным предпринимателям, и могут принять участие муниципальные учреждения и предприятия. И вот именно этот конкурс, он нам дает новшество в положении о том, что в этом конкурсе не могут принимать участие муниципальные казенные учреждения. Проверьте, пожалуйста, вашу вывеску, проверьте ваши уставы. И я хочу, чтобы вы прямо распечатали себе
положение о конкурсе, о втором конкурсе на предоставление грантов. Почему? Потому что это отправная точка. Сардана, скажите Владимиру, чтобы он не разговаривал в том кабинете, вел свои переговоры. У нас параллельно идет опрос, мы проводим исследование потенциала гражданского общества. И кто еще может у нас участвовать на конкурсе, какие правила? Но правила таковы, что участвуют те, должна отсутствовать просроченная задолженность по налогам, сборам, страховым взносам и иным обязательным платежам бюджета, бюджетной системы Российской Федерации. Поэтому ваша задача сейчас параллельно задать вопрос вашим бухгалтерам, либо специалистам по финансам, которые могут сейчас как раз-таки посмотреть вашу историю и уже, как говорится, принять какие-то меры, да. Вот. Но я думаю, что по участникам конкурса это понятно. Это основное отличие тоже от конкурса фонда президентских грантов. Если там участвуют только некоммерческие организации, то здесь у нас участвуют, вот как сказала Ольга Анатольевна, и коммерческие организации, индивидуальные предприниматели, да, и муниципальные учреждения и предприятия. Следующий слайд. И вот сейчас я бы хотела, значит, заострить внимание на типы проектов для участия в конкурсе. Те некоммерческие организации, которые принимали участие в конкурсе фонда президентских грантов, мы все с вами привыкли к устойчивым направлениям, например, социальная поддержка граждан, да, охрана окружающей среды и так далее. Здесь у нас не направления, а типы проектов для участия в конкурсе. И на берегу порой нам бывает очень сложно, очень много к нам обращений по поводу того, а все-таки какой у меня тип, да, и еще там тематики у нас Тематические есть, направления. тематические направления. И вот здесь, может быть, мы чуть-чуть разберемся, но на типах я не хотела бы сильно заострять внимание. Давайте мы их перечислим. Это проекты в области культуры и академического классического искусства, да, межотраслевые, сетевые, культурные, кросс-культурные проекты. Это когда на стыке Министерства внешних связей, Министерства культуры, духовного развития, некоммерческая организация. И это наш, например, может быть какое-то большое мероприятие, но оно можно назвать и национальным, и социокультурным, и культурным, и креативным, и так далее. Проекты, предусматривающие проведение фестивалей, премий, форумов в области культуры, искусства, креативных индустрий. И мы видели проекты, поддержанные на уровне федерального. Да? Вот тут вот прямо чаще всего заявки идут от крупных межрегиональных таких, скажем, или российских организаций. Проекты по выявлению поддержки молодых талантов в области культуры, искусства, креативных индустрий. И это все, что связано про конкурсы среди молодых талантов и так далее. Да, и их поддержка, стартапы в области культуры, искусства, креативных индустрий. Но вы, наверное, коллеги, понимаете, что такое креативная индустрия. Давайте мы сейчас в чате попросим вас перечислить те сферы, которые, на ваш взгляд, входят в креативные индустрии. У нас чат можно сделать так, чтобы мы чат здесь видели у себя на экране? Потому что мы, может, думаем, предполагаем с вами одно, а креативная индустрия на самом деле это что-то другое. Напишите в чате, какие сферы вы считаете, что они входят в креативную индустрию, что туда входит. Давайте вместе разбираться. Да, вместе разбираться, чтобы то есть стартапы в области культуры, искусства и креативной индустрии – это как раз-таки начинающие, да, в этой области. Мы никогда этого не делали с вами, например, в нашей организации, но вдруг решили стартануть. Что такое креативная индустрия? Давайте напишем, кто как понимает, здесь нет неправильных ответов. Мы сами с вами будем разбираться. Дальше, проекты в области современной популярной культуры. Пошли ответы, сайты, приложения. Да, это IT. IT-индустрия. IT-индустрия однозначно. Все, что связано с дизайн цифрой. точно входит, кино, мультики, Хорошо, театр, кино, цирк, все отрасли культуры, приносящие доход, пишут. Ну, здесь можно поспорить. Кино точно туда входит, да, но вот театр, цирк
и все остальные отрасли культуры – это то, что, ну, так скажем, больше у нас академическое, классическое искусство или, может быть, современное. А вот креативные, театр, он, наверное, будет, если он какой-то там иммерсивный или он онлайн, кстати, сейчас спектакли, да, во время ковида. Я видела проекты, которые вот на консультацию фонда президентских грантов, там как раз онлайн спектакли и так далее. Фото, да. Медиа, это медиа, точно, да. Это что у нас еще туда входит? Мода, туда входит фэшн. Мода, дизайн, архитектура, ну, 3D-дизайн, разного уровня дизайна точно. То есть все, что мы с вами, коллеги, не встречали раньше в академическом, классическом искусстве, то, скорее всего, можно отнести и в креативных. Но IT, фильмы, дизайн – это точно такие, ну, мамонты, наверное, если можно так сказать, у современных. Ювелирное дело, да, потому что это относится к дизайну в том числе. И от нас, я знаю, такие проекты улетали от Якутии. Гончарные различные, кстати, был проект, да, который победил Чурон 21 век, но это не креативная индустрия, сразу говорю. Онлайн-образование, здесь, смотрите, само образование у нас, смотря кого. И онлайн – это одна из, ну, получается, Технологий. это одна из форм, да, онлайн-офлайн. Сложно здесь сказать. Образование чему? Если вы планируете свой проект в сфере креативных индустрий, то да. Вот архитектура, издательская, дизайн, мода изобразительная, точно. Музыка тоже может быть, если это у нас не академическая, да, и не классическая, тоже может быть. Кино, анимация точно, программная. Очень благодарим, Алексей. Ну, человек Здорово. отвечает с квартала труда, это понятно. Все понятно, квартал труда, привет. Вот нам ответ и пришел, что такое Да, креативная индустрия, что реклама, туда входит. медиа, точно, да. Вот цирк, я бы тут спорила, да. И туризм тоже сложно сказать, возможно, его тоже отнесут. Почему бы и нет, если это у нас, например, хождение, бродение онлайн, мы ходим по каким-то IT-приложениям, да, и узнаем там в сфере культуры, ну, вообще культуры, искусства какие-то новшества. Ну вот смотрите, здесь дальше пошли уже перечисления названия, так скажем, проектов. Ну, еще у нас вот образовательные наставнические проекты. Вот если коллега, который задавал вопрос про образование онлайн, точно, мы, например, свой проект разработали в именно типе образовательные наставнические проекты. То есть академия, Арктическая академия креативная, она включает в себя подготовка менторов, наставников для детей, молодежи из Арктики по, как сказать, образованию, развитию, внедрению креативных индустрий в арктических районах. И проекты креативных индустрий, в том числе в области литературы, издания, дизайн, моды, все, что наш коллега, спасибо вам, перечислил. И еще, конечно, игры, да, игры это точно туда входит. Следующий слайд у нас тематические направления. Спасибо за то, что вы быстро реагируете. И вот тут у нас вопросы. У нас тоже были вопросы, и, наверное, у вас вопросы есть. Ну, первый раз, когда мы прочитали в прошлом году тематические направления, нам было очень сложно, но сейчас уже третий конкурс, и, в принципе, нация созидателей – это как раз-таки, когда что-то новое, инновационное создается, да, тематическое направление. Культурный код – это проекты по продвижению через культуру и креативной индустрии традиционно-духовно-нравственных ценностей. Есть такое направление, как молодые лидеры, то есть это проекты по выявлению и поддержке молодых талантливых лидеров. Место силы – это вот часто выбирают как раз-таки наши авторы проектов, когда это Олонхо, да, Олонхо, Эсэх. Эсэх, наш фольклор, да, вот все, что касается, если тем более у вас есть люди ваших национальные там мастера, да, народные мастера, свои профессиональные мастера, вот как раз таки они
и либо увековечение памяти, да, там, народных Поэты, писателей, писатели, поэтов, художники. модельеров, вот все они могут пойти по месту силы, если вы действительно говорите именно про историю, про уважение, про увековечение памяти, то это, конечно, проекты пойдут действительно по этому тематическому направлению. Великое русское слово – это литературные, театральные и иные проекты. То есть вы выбираете уже вот это тематическое Все, что направление связано с русским с русским языком языком. и литературой, да, то есть, может быть, у кого-то есть в рамках какого-то там столетия, там какого-то со дня рождения какого-то писателя, может какое-то мероприятие провести, да, то, естественно, вы выбираете вот это тематическое направление. Это литература, театр, может быть, Да, постановки и постановка так далее. спектаклей, да. Есть такое тематическое направление, как «Я горжусь». Действительно, это про освещение ярких и славных страниц отечественной истории, культуры современности. Есть Но это тематическое, различные даты. да, Например, вот сейчас уже мы видели проекты подготовка к 80-летию, да, со Дня Победы в Великой Отечественной войне, или какие-то или какие-то другие крупные вехи из мгм. истории культуры. Потом идут у нас проекты «История страны и вехи», да, это посвященные выдающимся деятелям, событиям в жизни общества и страны. И есть тематическое направление Ой, Елена Николаевна, Татьяна то есть Афанасьевна, мы обязательно в своей проектной заявке выбираем тип проекта и выбираем тематическое направление проекта. Если у вас появляются какие-то трудности, вы можете предварительно сначала выбрать то или иное тематическое направление, но когда проект полностью будет упакован, вы можете и вернуться уже и посмотреть, соответствует ли то самое направление, которое вы изначально выбрали. То есть иногда можно и пойти вот таким вот путем. Да, следующий слайд, Следующий слайд. пожалуйста. И тут немного про фишки. Эти фишки, они остались еще с 2021 года. Во-первых, одна команда, один проект. Да, один участник конкурса вправе представить не более одного проекта на участие в конкурсе. Нет требования к возрасту организации, она может быть абсолютно молодой, для этого и есть тип проекта, как стартап, например. Ваша задача убедить экспертов в актуальности вашего проекта, и сегодня я бы хотела, чтобы мы с вами, Надежда, сосредоточились именно на этом. Дальше фонд рекомендует загружать профиль руководителя и команды проекта с портала Созидателей, и это я просто вам рекомендую сделать, не полениться. Во-первых, вы сэкономите время, когда в следующий раз будете подаваться, а во-вторых, это своего рода такая идет база данных всех, кто когда-либо заявлялся в конкурсе Фонда президентских грантов и Фонда культурных инициатив. И это приветствуется, потому что тем самым участник проекта уже подтверждает, да, член команды подтверждает самостоятельно об участии в проекте, и это приветствуется. Но здесь даже есть такое понятие, как предмет роскоши. Если не подпадает ваш предмет искусства под предмет роскоши, и вам необходимо его приобрести, не знаю, виолончель какую-то или что-то, какая-то картина и для вашего музея и так далее, необходимо для реализации проекта, заявитель вправе включить расходы в бюджет. Да? Требования к софинансированию нет, но я бы здесь сказала «но» многозначительное. Все-таки мы сейчас вам докажем, что эксперты будут смотреть на то, какой вклад организация вносит в проект. Да? В том числе и через партнеров, да? Да, и через партнеров. Критерии для всех форм участников абсолютно одинаковы. Можно указать как софинансирование. То есть мы должны уметь с вами посчитать все приобретенное, имеющееся в вашей организации в арсенале, оборудование, расходные материалы, волонтеры, деятельности людей, которые вам помогают, партнеры, проекты. Все это можно в принципе посчитать и внести как софинансирование в бюджет. И можно участвовать в конкурсе как с новыми проектами, так и с теми, которые реализуются по настоящее время. Но есть одно но. Если у вас проект такого же рода подан, ну, чуть-чуть по другому направлению, подан на фонд президентских грантов, то это сразу запрещено. Поэтому вы сейчас посмотрите, пожалуйста, нельзя сейчас вообще
есть такая норма, как отсутствие должно быть задвоения бюджетов. И здесь, если у вас будет дублирование, можно даже получить претензию. И вот перед тем, мы не переходим пока к другому слайду, я бы хотела сейчас, чтобы вы в чате, все-таки мы к проектированию должны перейти. Да, Да? напишите, пожалуйста, в чате, что такое социальный проект. Напишите, кто как понимает, что такое социальный проект. Давайте мы перед тем, как перейдем к алгоритму, да, проектирования, мы зададим себе такой вопрос и так. Потому что, оказывается, порой мы все по-разному понимаем, что такое проект. Коллеги, вы еще в чате пишите свои имена в организацию, но очень хотелось бы, чтобы вы написали свои мобильные телефоны и электронную почту. Сразу скажу, такой спойлер, да, что те, кто оставит свои мобильные телефоны и электронную почту, получат что-то в обратно действительно в виде методических материалов. И рассылку И будем делать. рассылка записи в том числе будет. То есть сейчас мы просим вас написать, это может быть словосочетание, или вы дадите нам прямо определение, на ваш взгляд, что Так, такое социальный проект. Первый ответ пришел, направлен на решение социальных проблем. Здесь сразу хочу Социальным отметить, считается такой проект, который направлен на решение социальной проблемы определенной целевой группы. вот подождите, коллеги, вы не должны сейчас думать, что социальный проект – это проект в сфере соцзащиты. Социальный проект переводится, это фонд президентских грантов нам объяснял, это проект, который направлен на общественно полезную цель достижения. Да? Вот уже подсказку И дала. влияет на определенную целевую группу. Да, не только социальная, то есть социальный-общественный проект. Вообще, давайте, что такое проект? Так, напишите, пожалуйста, определение. На решение проблем однозначно правильно. Угу. Определение целевой группы однозначно согласна с вами. Социальный проект ориентирован на реализацию социальных задач в области культуры и образования, пишут. Уже почти Хорошо. пишут уже. Так. Тут у нас все вместе пошли, и почты, и Прям так захотели все материалы получить. Конечно, Союз художников Якутии приветствуем, Русский драматический театр, добрый день. Но все-таки давайте мы разберемся, что такое у нас проект, потому что мы с вами должны его разработать. Профилактика, выявление и решение социальных проблем. Хорошо, тоже фокус на проблемах, ну, согласна. Но, наверное, мы для чего-то, добрый день, мы для чего-то с вами проект разрабатываем, да? Хорошо, мы выявили социум общества, направлен на решение проблем общества в широком понимании. Хорошо, может быть и так. Где-то это узко, где-то это широкое понимание. Проекты могут быть масштабные, и мы, вот сейчас у нас коллега была с Чурапчинского района, да? Да. Некоммерческая организация. Сегодня рано утром приняли участие в телепередаче «Новый день» в НВК «Саха» и с коллегой из Чурапчинского УЛУСа, и она проанализировала это ее видение, да, что были поддержаны в первом конкурсе 2022 года как раз те проекты, у которых был большой масштаб. То есть количество охвата людей, оно было намного больше, и на эти проекты поставили наибольшие баллы. И межулусные, да, или межрегиональные и так далее. То есть вот такая была фишка прошлого конкурса. Организация мероприятий, да, добрый день. Пошаговая реализация идеи для повышения актуализации на определенный срок. Определенный срок очень нравится. Проект – это скорее направление на создание временного либо постоянных услуг и результат. Да, ограничения во времени у нас точно есть, и любой грантодатель вам говорит о том, что только год или 1,5 года и не больше, и это нормально. Поэтому, когда мы с вами проект разрабатываем, у нас не должно быть очень много поставлено перед нами задач, мы должны сфокусироваться за 1,5 года, как прийти к каким-то изменениям. Ну хорошо, давайте дальше. А все-таки, как вы считаете, создание клубов по интересам, социальный проект, он должен быть направлен на какой-то результат? Мы должны с вами достигнуть результат.
или нет? Вот вообще, Да. да, конечно. То есть это все-таки мы что-то с вами должны сделать. То есть это комплекс мероприятий, который направлен на достижение общественно полезной цели, достижение результатов в рамках определенного срока, бюджета, да, в рамках своей, кстати, уставной деятельности не выходим, да, за орбиту и обязательно для достижения результатов. А теперь напишите, пожалуйста, что такое, на ваш взгляд, проектная заявка. Вот что такое заявка? Редко, когда кто к нам приходит в единый ресурсный центр, кстати, где мы находимся, вы потом отправите, да, Сардана, не забудете, вы уже отправляли. Вот когда к нам приходит на консультацию, редко кто говорит, а посмотрите нашу заявку, да. Почему мы сейчас вот эти расстановки делаем? Потому что мы должны с вами разграничить вот эти понятия. Что такое проект? Заявка на участие в конкурсе, да? Проектная заявка – это краткая информация проекта, да, она именно изложена в определенной форме, да, обозначение, да, в заявке могут быть цели, задачи, решения, сам проект, документы НКО, хорошо. Краткий паспорт проекта тоже туда входит, вот этот первый блок о проекте, это точно. Презентация туда может войти, тема обоснования участники, сокращенная форма о проекте. Максим, спасибо. Вообще активные у нас очень сегодня коллеги. Вообще здорово, конечно, офлайн встречаться, но вот мы с вами онлайн, зато вас много. Все-таки проектная заявка – это тот же социальный проект, но он написан по специальной форме для представления на конкурс. Поэтому мы и называем проектная заявка на конкурс, да? Вот Хорошо. Да, смотрите, если эксперты посмотрят только проект, им будет недостаточно, да, что за организация, что за команда, какие ранее реализовала организация проекта. Поэтому на то и делается проектная заявка, чтобы помимо проекта мы дополнительно предоставляем требуемую информацию для экспертизы, чтобы в целом эксперты понимали, да, кто реализует проект и где это все будет происходить. Поэтому вот как раз-таки есть социальный проект и есть проектная заявка с дополнительной информацией проекту. Хорошо. И теперь напишите, что такое грант. В 2 словах. Все-таки грант – это что? Почему задаю этот вопрос? Потому что опять же к нам приходят или звонят и говорят, я хочу написать грант и отправить его на конкурс. Да? Или для чего вы регистрируете некоммерческую организацию? Дайте определение, что такое грант, как вы понимаете. Деньги для Отлично. воплощения мечты. Уже сразу первый же ответ у нас оказался Поддержка идей, правильным. средства для реализации. Спасибо. Финансовая поддержка. Но уже можно Красавцы. уже раскрыть. Да, открываем наш рояль в кустах. Да, и вот давайте мы все-таки не будем делать подмену понятий, называть проект грантом, называть заявку проектом, потому что проект это может быть абсолютно как космос, да, состоящий из многоуровневой команды, мероприятий, разных блоков, направлений и так далее. Но то, что вы отправите, то, что вы включите в вашу проектную заявку, это будет все равно намного уже, да, и исключительно по правилам игры и по положению грантооператора. А социальный проект – это комплекс мероприятий, направленных на достижение общественно полезной цели и достижение результатов, я хочу сюда добавить, в рамках определенного срока однозначно и бюджета, выполняемых организаций в рамках уставной деятельности. Посмотрите внимательно, откройте сейчас свой устав. Мы действительно можем по этому направлению, действительно такие виды деятельности у нас есть, и такие цели, задачи перед нашей организацией есть, да, и не преследующих извлечения прибыли. Это как раз специально написано для наших коллег из коммерческих организаций, здесь даже на зарплату, да, насколько я понимаю, индивидуальным предпринимателям они не могут себе запросить, это сделано для того,
чтобы не было подмены понятий. Чем отличается коммерческая организация от некоммерческих? Коммерческая для извлечения прибыли в основном создана, некоммерческая для достижения общественно полезной цели. Следующий слайд. Мгм. Ну, я и дополнительно скажу, что на текущую деятельность организаций, предприятий деньги не даются. Это должны быть ваши новые проекты, либо проекты, которые продолжаются и требуются поддержки. Так, ну вот это я делюсь таким скелетом, рыбой проекта, который вот у всех своя, да, есть система координат, когда мы говорим о проектах. У каждого как-то, не знаю, у кого-то графически, у представителей цифры, наверное, это алгоритм какой-то действия и так далее. Вот у меня в голове, когда я представляю проект, начинаю его разрабатывать и так далее, вот такая рыба проекта. Я вот делюсь. Сфотографируйте себе, если у вас будет это перед глазами, то вам легче будет ориентироваться. И внизу тут у нас чуть не хватило, это продолжение проекта. То есть идеальный проект, он все-таки основывается на ситуации, актуальности, на проблеме. Ни больше, ни меньше. Есть такая догма, да? Нет проблемы, нет проекта. Да. И теперь вот напишите, пожалуйста, в чате, я бы хотела понять, да, вот какие проблемы вы хотите решить в рамках своих проектов именно в сфере культуры, искусства, креативной индустрии. Как шпаргалка, как спойлер могу сказать, это может быть, вот часто пишут проекты по сохранению, возрождению национального языка. Вот только что сегодня утром у нас была экспертиза проекта, там в Лусе очень переживает некоммерческая организация, то, что вот нет такого ремесла, как пошив национальной одежды, оно пропадает, нет инструментов, да, а народные мастерицы, они уже в возрасте и не успевают передать все свои знания и компетенции. Вот какие проблемы вы хотите решить. И здесь как раз-таки мы что-то можем сказать, что это не то, а это то. Так, ну и если быстро галопом по Европам, по вот этой схеме, значит, мы вначале с вами определяем, понятно, что вы сейчас спросите, представители культуры и искусства, а в чем у меня проблема, да, если я представитель, значит, хочу развивать хореографию в своем родном районе, или я хочу новые экспонаты для своего арктического музея приобрести. Какая здесь у меня проблема, если я хочу танец, ивентский национальный танец довести до мирового наследия? Тогда давайте мы не будем, действительно будем действовать по фэн-шуй и не проблему ставить, а актуальность. Вот в чем актуальность, и это номер один. Если недостаточно развит вот этот блок, он по-моему, 9 в заявке о проекте, когда вы будете заполнять, то, мне кажется, потом начинает сыпаться вся вот эта структура проекта. Если правильно у нас актуальность определена, мы ставим цель. Для того, чтобы решить эту цель, ставим перед собой задачи, определяем, каким образом, методами, стратегиями, какую деятельность, какие мероприятия нужны, на каких этапах для того, чтобы эту цель достичь, да, чтобы, и какие ресурсы нам необходимы, мы достигаем или не достигаем все-таки поставленных результатов, которые в итоге цель наша, ну, так скажем, будет достигнута, миссия будет выполнима, и ставим перед собой оценку, анализируем, и если это все удачно, то мы продолжаем проект. Следующий слайд. И сразу же тоже, кроме положения, прямо очень важно для того, чтобы потом не обижаться на экспертов, посмотрите, в положении есть критерии оценки заявок. Когда мы уже видим проект на берегу, он уже оценен, мы получили свои баллы, и мы удивляемся, а почему же так или иначе это происходит, почему мне за масштабность поставили, допустим, всего 2 балла, и логическая связанность моя каким-то образом хромает. А еще говорят, что партнерская поддержка проекта практически отсутствует, ну, судя по баллам. Но я всегда говорю о том, что действительно проект – это творческий процесс,
тем более, если ты разрабатываешь проект в сфере культуры, искусства и креативной индустрии, но иногда можно подойти немножко по-спортивному, понять, а сколько баллов же мне поставят за это, прочесть еще раз, показать экспертам, допустим, да, потому что как раз-таки нас оценивают по 10 критериям, и мы должны заработать максимальные баллы по каждому критерию. И здесь у нас видно, как рекомендации, как они нас будут оценивать. Актуальность и общественная значимость проекта, соответствие творческой концепции. Вот все это видно у вас наглядно. Да, ну это как рекомендации, здесь не будем останавливаться. Единственное нововведение по сравнению с фондом президентских грантов – это партнерская поддержка проекта. И если у вас проект масштабный и нет писем поддержки, то, конечно, мы не можем, экспертам очень сложно судить о масштабности. Да? Ну, давайте следующий слайд. И вот этот 9-й пункт, обоснование актуальности и общественной значимости проекта, о том, о чем мы говорили, с чего начинается проект. Вот, грубо говоря, у меня это вот такая яма на дороге. Ну, кстати, она в прямом и в переносном смысле у нас из окна видна. Но вот когда у нас возникает вот такая проблема, мы должны ее сформулировать очень правильно. И если это культура, да, если, допустим, давайте возьмем какой-нибудь проект, ну, культурный код. Если у нас в аналитике мы можем сказать, что наше молодое поколение, да, к сожалению, сейчас утрачивает, да, различные, не знаю, вот пошив одежды, различное мастерство, уникальность, самобытность нашей культуры, то актуальность это в том, чтобы ее, ну, как проблема, ее нужно будет сохранить. Да. Если у нас чего-то не хватает, значит, нам нужно это добыть каким-то образом. Если у нас мало, недостаточно, значит, нужно увеличить будет. Ну вот, к примеру, да, Николай Апрасимов, индивидуальный предприниматель, разработчик мобильного приложения Аяна, который переводится мгновенно явинкийский на русский, русский на винкийский, он доказал как раз-таки, что проблема существует, что авинкийский язык как таковой, он уже теряется на территории там районов, где проживают компактно национальности, да, и вот его решение, это он доказал статистику, он провел опрос, что проблема существует, и его решением стало как раз-таки изобретение этого мобильного приложения. И вот. нужно понимать, именно посмотрите, здесь обоснование актуальности и общественной значимости проекта. Помните, мы с вами, когда в чате писали, зациклились чуть-чуть на слове «социальной». Давайте мы вот это слово «социальную» сейчас переформатируем, и так Фонд культурных инициатив нам предлагает говорить об общественной значимости. Какая польза у нас будет для общества, да, для нашей целевой группы, которую мы четко должны определить при реализации нашего проекта. Вот следующий слайд. Еще одно. Вот так, как сказать-то, это такая была не проблема, это была трудность и для нас, и для тех, кто заявлялся на предыдущие конкурсы, и те, кто участвовал в других конкурсах. Мы впервые вот так, ну, сталкиваемся с обоснованием соответствия творческой концепции проекта тематическому направлению. И помните, мы с вами тематические направления перечисляли, да, нация созидателей, великое русское слово, я горжусь, место силы, культурный код и так далее. И вот здесь наша задача каким-то образом, вообще по волшебству, взять и это доказать. Вообще это сложновато, если честно. Ну, обосновать творческую концепцию, то есть здесь, получается, должна быть какая-то концепция, на основании чего, да, на основании чего реализуется проект, и какую концепцию вы берете, творческую концепцию, да, передачи там компетенций, либо образование, менторство там, допустим, да, что народные мастера там обучают, и почему вы, это связано именно с тем тематическим направлением. Вот, например, можно взять творческую концепцию передачи компетенций, менторства, да, и взять, например, про тематическое направление место силы. Я бы, например, сказала, что эти народные мастера живут здесь,
на этой территории, на территории определенного улуса, там Жиганского улуса, например, Чурапчинского улуса, либо Горного улуса, где проживает известный модельер, дизайнер, например, Августина Филиппова, да, и взять творческую концепцию менторства, передачи компетенций, допустим. То есть вы тут должны сказать, в чем заключается концепция вашего проекта, и еще связать ее с тематическим направлением, что наша концепция, она вот такая вот, И и это она, не и просто, она да? соответствует именно вот к такому тематическому направлению. Ну, или это может быть формирование какого-то сообщества, Да, да, или это может быть разработка уникальной, интересной технологии, которой ранее не было. Вот в этом будет инновационность, уникальность вашего проекта. да, что мультипликационные сказки, что они ваша целевая группа дети, либо это действительно сказки, которые были древние на территории вашего улуса или села, там, допустим, да, или Олонхо, то это нужно возродить вот именно таким образом, что концепция вашего проекта, она заключается в создании этих сказок, да, то есть нужно обязательно определиться с этой концепцией и написать, почему она соответствует вашему тематическому направлению. Да, следующий слайд, пожалуйста. И я специально взяла слайды с фонда президентских грантов. И тут хочу вам, мы не будем, наверное, уже включать, да, хочу вот что сказать. Вот смотрите, мы сейчас слайды используем фонда президентских грантов. А на сайт, если вы зайдете в фонда культурных инициатив, пожалуйста, обратите внимание на блок «Обучение». Вы заходите туда, и по каждому вот пункту, к которому мы сейчас идем, актуальность, да, творческая концепция, выбор целевой группы, определение целей, задачи, есть подкаст, то есть вы можете слушать его в наушниках, либо это видео, просто такие коротыши, которые необходимо посмотреть. Это как домашнее задание сегодня вам. Почему? Потому что грантооператор – это тот, получается, заказчик, который и заказывает музыку. И если мы не читаем положение, если мы не смотрим обучающие, образовательные какие-то контенты, вебинары, семинары, если мы не подписаны на грантооператора, то мы абсолютно не в теме, какая вообще миссия у этой организации, для чего указом президента в прошлом году в мае создан этот фонд, да, и у них тоже есть свои KPI, то есть тоже есть свои индикаторы, к которым они стремятся. Поэтому на берегу всегда любой конкурс мира нужно понимать, куда вы подаетесь и какую цель цели задачи преследует фонд культурных инициатив в данном случае. И вот выбор целевой группы, да, после определения актуальности – это самое важное. И если вы в своей целевой группе определяете просто молодежь Аннабарского района, это неверно. Потому что как вы докажете, что, допустим, вся молодежь Аннабарского района пришла к вам на театральную постановку или посмотрела, давайте условно, что онлайн, да, какой-то спектакль. Это доказать практически невозможно. Поэтому в актуальности должно быть написано у вас, что именно та целевая группа молодежи от 14, допустим, до 18 лет, или это школьники у вас, или молодежь, которая так или иначе связаны с искусством и культурой, да, которые студенты, они получают образование где-то и так далее. Вот эти вот вещи должны быть прописаны очень хорошо. Тогда ваш проект, он будет все время чуть-чуть сужаться, да, и тогда вам будет легче что посчитать? Количественные результаты. Да, это вам облегчит вашу задачу. Следующий слайд. И всегда задавайте себе вопрос. Вот смотрите, Надежда сказала, что не дают деньги на текущую деятельность. То есть вот Русский драматический театр, да, вы ставите свои постановки, и все понятно, это ваше это задание некое, да, в сфере культуры, поставленное перед вами. Но если вы дополнительно разрабатываете проект, который должен доказать, вы в своей заявке должны доказать, кто конкретно получит пользу от вашей деятельности, какие люди, группы людей. Это очень важно, особенно если этот проект направлен, допустим, на какие-то уникальные
целевые группы, например, дети с инвалидностью ОВЗ пришли, посмотрели ваш проект. Иммерсивный театр, куда вы пригласили молодежь, которая, я не знаю, сейчас трудится в IT-индустрии. Я бы Да? еще задала вопрос такой, как свидания. как вы поймете, что ваш проект успешно реализован, да? Какими критериями вы поймете, что люди стали чаще ходить в музеи, люди стали там посещать что-то, молодежь стала этим заниматься, новыми индустриями, появились новые профессиональные сообщества, сценаристы, монтажники, там, программисты, изобретатели. И сразу думайте вперед о том, что вы выиграли грант и как вы отчитаетесь. Как вы докажете, что именно 100 заявленных детей с ОВЗ пришли в ваш театр, посмотрели спектакль или принимали участие в постановке, например, или сами были участниками, разработчиками какого-то проекта и так далее. Очень важно отнестись внимательно к географии проекта. Посмотрите на вашу организацию, допустим, автономная некоммерческая организация, у нее нет границ, она может реализовывать свои проекты на территории города, где она открыта. Это может быть на территории всей республики или даже межрегиональной. Но если это общественная организация города Якутска, к сожалению, вы не можете географию проекта поставить всю республику Саха-Якутия. Следующий слайд. И самое важное, да, вот мы определили проблему, например, то, что у нас молодежь так или иначе, ну, давайте какую-нибудь проблематику с вами. Какая у нас актуальность вот проекта, который мы сейчас разрабатываем? Ну, недостаточная, кстати, недостаточная осведомленность детей и молодежи арктических районов, да, о креативных индустриях. И из-за того, что они находятся очень далеко от центра, получается закапсулированность и невладение элементарной информацией о том, что происходит в сфере развития креативных Находятся в индустрий. месте, где цифровое неравенство, где отсутствие интернета, нет профессиональных менторов, и это вот проблема, да? И, соответственно, целью в своем проекте, да, я поставлю содействие развитию творческого потенциала, например, развитие креативных навыков у детей и молодежи, проживающих в арктических северных районах республики. Вот нам недостаточно было, мы своим проектом сейчас содействуем этому развитию и расширению. А Да? если нет того или иного ремесла, либо недостаточно, ну, язык теряется, то это может быть цель и возрождение национального языка венкийского, там, да, через что-то, допустим, да, через мобильное приложение, через организацию мастер-классов, может быть, в том Не числе забываем, выездных. да, что цель проекта всегда измерима, достижима конкретно. Да. Следующий слайд. И можем перескочить. Следующий слайд. И для того, чтобы мы с вами достигли нашей цели, необходимо обозначить задачи. И вот здесь кто в лес, то по дрова. У нас получается, иногда ставят 7 задач, 8 задач, а иногда смотришь задачи, это просто ваши мероприятия. Например, подписать соглашение, закупить оборудование, укомплектовать свою материально-техническую Либо провести базу. какие-то мероприятия, да? Да, проведение мероприятий – это точно не задача. Задача – это составляющая цели, которая решает конкретную проблему на пути к достижению этой цели. Цель желательно ставить одну, но если масштабный проект, да, ну хорошо, может быть 2 цели, но не больше, иначе нам за 1,5 года с вами не достичь и не более 5 задач. Следующий слайд. И вот когда у нас очень грамотно вот по этой нашей схеме, по скелету расставлена актуальность, мы определили цель, определили задачи. Вот у нас 4 задачи, соответственно, на каждую задачу у нас должно быть с вами не менее 4 результатов. И в каждой задаче тоже есть такой секретик. Желательно бы прописывать целевую группу. Ведь у вас не одна целевая группа может быть. В вашем проекте могут принимать участие молодежь от 14 до 21 года, да, проживающие в таком-то районе. Это могут быть специалисты учреждений культуры, дополнительного образования.
Это могут быть волонтеры культуры, которые обязательно, без них никак. Мы без волонтеров вообще ни один проект не можем с вами реализовать. И, соответственно, должны быть количественные результаты по каждой целевой группе и качественные изменения в каждой целевой группе. Если этого не Абсолютно. увидят эксперты, что они хорошо прописали две целевые группы, что там с молодежью и со специалистами все хорошо, если количественные, но качественные есть, а волонтеры культуры просто прописали количество, а качественных результатов их забыли. То есть получается, в целом у вас промах произойдет здесь, и вы получите недостаточное количество баллов. Поэтому вот как-то так. Сразу могу сказать, что эксперт в первую очередь смотрит на актуальность, цель, задачи, количественные и качественные результаты. И если у вас круг замкнулся, потом он открывает календарный план, да, следующий слайд, перескочим, еще. Когда он открывает ваш календарный план, и вот эта вся целостность проекта должна встать вот в такую экосистему, я бы сказала. Все, мы определили, что у нас чего-то не хватает, мы поставили цель, определили ряд шагов, необходимых в виде задач, цели, которые мы достигнем, и для достижения, решения конкретных задач, допустим, поиск и подготовка волонтеров культуры для нашего проекта, мы проводим ряд мероприятий. И посмотрите, что дает фонд президентских грантов. Но вы понимаете, да, что это вообще одна казна, это все, так скажем, одна корзина, поэтому мы всегда ориентируемся, и тот, и другой фонд, это практически одни и те же правила игры, не менее 2 мероприятий на каждую задачу. Бывают такие проекты, когда задача поставлена, а мероприятий нет. Но вы это увидите в календарном плане, значит, что-то не так, значит, что-то можно делать. Да, может быть такая задача, что вы популяризируете, например, ту или иную, да, сферу культуры, отрасль культуры, не знаю, как правильно сказать, но и вам нужно какой-то очень большой форум, фестиваль, конференцию провести. И да, это мероприятие может быть одно, но оно тогда должно быть емким, крупным, масштабным. И вы точно на одно мероприятие решите одну задачу. Да? Но и обязательно скажу, что в мероприятиях обязательно, в каждом мероприятии, если вы пропишете, что в этом мероприятии примут участие вот сколько-то человек и укажете каждой целевые группы и пропишите еще в нем качественные результаты, а в конце все это вы просуммируете и полностью столбиком перечислите качественные и количественные изменения, то действительно проект будет, как говорится, правильно рассмотрен, правильно оценен, потому что основная проблема заключается в том, что вы технические вещи пишете организационно, что вы проведете там форум, что-то, а сколько человек в нем приняли участие, и некоторые еще пишут, но какие изменения у них происходят качественные после просмотра спектакля, после участия там в каком-то форуме, фестивале, вы этого не пишете, и это основная ошибка наших заявителей. И получается, что эксперт, можно через слайд перескочить, следующий Проект слайд. направлен на то, что и гранты даются для того, чтобы произошли качественные изменения. И эксперт начинает подозревать нас, заявителям, в том, что мы в своем проекте завуалировали свою деятельность. Никому на Руси не стало жить хорошо от того, что мы попросили 1,5 миллиона рублей для того, чтобы провести какой-то масштабный фестиваль в конкретном районе, на конкретной территории. Столько денег заложили в проведение какого-то крупного арктического фестиваля, а качественные результаты не прописали. Но зачем тогда грант давать такой организации, такому проекту? Понимаете? Честно. Вот. Ну и в принципе, чтобы, значит, наши временные ресурсы сохранить и сберечь, мы сейчас остановимся на типичных ошибках. Лучше сразу предостеречь, да. Ну, на своих ошибках тоже очень, конечно, полезно учиться, но давайте мы посмотрим, что нам коллеги рекомендуют, и я полностью солидарна, что чаще всего в качестве обоснования проблемы или актуальности приводится только собственное мнение. Я так решил.
но нет никакого подкрепленного доказательства, не было никакого исследования, опроса, не было никакой выдержки из СМИ, которую вы можете прикрепить, нету никакого указа, распоряжения и так далее, нет концепции развития креативной экономики и так далее. Если этим всем не подтверждаются ваши слова об актуальности и проблемы, значит, эксперт, который рандомно будет один эксперт из Саратова, другой из Дагестана, он абсолютно не будет уверен, что это действительно правда. Действие по принципу «чем больше, тем лучше». Авторы заявки выбирают много целевых групп, раздувают результаты для того, что нам же надо 3 миллиона, соответственно, давайте напишем 3000, да, нашу целевую группу. Нам отчитываться потом очень важно, об этом все время помнить. Это федеральные деньги, ответственность колоссальная, поверьте, не первый раз отчитывались. Путаются цели с задачами, задачи с мероприятиями. Заявители не до конца понимают, как должна быть составлена заявка, чтобы эксперт ее хорошо оценил, не разбираются в критериях оценки. Следующий слайд, но это то, о чем мы говорили с вами сегодня. И дальше. У нас одна там только? Нет, наверх? Наверх? Вот. Неглубокое изучение причин проблемы целевых групп, неумение сформулировать и обосновать проблему. Еще раз говорю, здорово, если это подкрепляется анализом, исследованием, опросом и так далее. Еще есть время провести блиц-опрос. Никто не говорит, что нужно там 1500 респондентов. Достаточно вот в своем кругу или в соцсетях это сделать. Неправильный выбор целевой аудитории проекта. Еще посмотрите, пожалуйста, внимательно свой устав. Можете ли вы этой деятельностью заниматься? Но это касается некоммерческих организаций и муниципальных учреждений. Из-за пропуска этапа исследования и обоснования проблемы целевой группы не могут правильно поставить цель задачи, подобрать наиболее эффективные мероприятия. Непонимание, как измерить результаты проекта, особенно качественные. Посмотрите, пожалуйста, как лайфхак получается. Заходите на страничку Фонда культурных инициатив, проекты, победители Фонда культурных инициатив прошлый год именно по вашему направлению. Не обязательно выбирать Республика Саха-Якутия, и вы увидите там все. Цели, задачи, краткое описание, да, результаты. И даже будет электронная почта, вы можете связаться. Возможно, это ваши партнеры, если вы в этом направлении движетесь. И последнее, что это несоответствие масштаба обозначенной проблемы и ее выбранного решения. Мы не должны с вами быть Брюсами Уиллисами и решать глобальные проблемы человечества в одном своем небольшом проекте. Поэтому мы всегда должны чуть-чуть сужаться, смотреть на нашу экосистему, на нашу целевую группу, географию и сроки. Всегда ограничивать. Как показала практика, представителей и деятелей культуры, вы очень творческие люди. И порой очень сложно ваши проекты упаковать в рамках вот эти 1,5 года, там, миллион. То есть проблема бюджет. иногда вот в этом заключается в том, что, например, прописывают общую республиканскую какую-то проблему, да, а проект такой локальный, реализуется в маленьком селе, и тут понимаю, что такая глобальная проблема, лаконично, они никаких доказательных материалов не привели, допустим, да, то есть идут эксперты тоже, вроде бы проблема есть, но она реализуется в маленькой территории, и нет доказательных каких-то материалов, подтверждающих, что эта проблема существует в маленьком-маленьком селе, да, допустим, вот, и поэтому вот масштаб, вот оно вот в этом фигурирует, что вы действительно идет, у экспертов нет понимания, а если наоборот пишут, допустим, что проблема существует наоборот в маленьком селе, да, а пишут большой проект на всю республику, это тоже не состыковка, все должно очень лаконично друг другу совпадать. Ну и в завершении последний слайд. Надеюсь, что... Я бы по материалам, подтверждающим актуальность, мы уже сказали все, да? Ну, в принципе, можно. Ага. Вернемся, пожалуйста, Сардана. Попрошу вас вернуться в слайд «Материал, актуальность и общественная значимость проекта». Обязательно домашнее задание. Если вы хотите
податься на конкурс Фонда культурных инициатив, понять, как вы докажете уже сейчас, как сказала Ольга Анатольевна, помимо мини какого-то исследования, доказать, что эта проблема существует. Это может быть блиц-опрос, действительно. Это сейчас делается мгновенно на Яндекс анкете, либо Google анкета, делаете анкетирование, спрашиваете, эту ссылку вы прикрепляете открытую для не до этого, прикрепляете. Помимо этого вы можете ссылаться на какие-то документы, которые имеются в Республике Саха, либо это какой-то, может быть, проект, направленный на там, женской, там, допустим, да, какой-то материнской какой-то, если это год матери, например, да, документ можете прикрепить. Это может быть проект по концепции развития креативной экономики в республике, либо Российской Федерации, либо ваш опрос, допустим, да, либо ваш глава УЛУСа, города, на территории которого реализуется проект, вы прикрепляете документ, подтверждающий об актуальности этого проекта. То есть Ну вот давайте не будем забывать о том, что у нас столетие ЯССР. да, Значит, мы можем прикрепить все нормативно-правовые документы, план мероприятий и так далее. У нас города Якутска юбилей. да, У нас и юбилей у, значит, даже местности Юсхатын в этом да. году. У нас очень много юбилеев у наших, значит, политических, культурных деятелей и так далее Якутии. Поэтому вот это вот все нужно подкрепить. И для того, чтобы эксперт, который к нам с Владивостока подключился и проверяет нашу заявку, он увидел, что да, действительно в Якутии это происходит, и да, действительно проект нужно поддержать. Ну, наши контактные информацию записывайтесь по телефону, а лучше, дешевле, быстрее сейчас зайти на наш сайт erc-portal.ru. Там есть запись, запись на консультацию, запись на экспертизу. Встречаемся в понедельник, следующая неделя в 11 часов дня. Я что-то еще хотите добавить? Перейдите по Чат. этим QR-кодам, пожалуйста, QR-коду пройдите нашу ВК-страницу и в Телеграм-канал, где мы мгновенно, тут же, ежесекундно предоставляем информацию, да, какие новости, события, когда вебинар состоится, где какой конкурс идет, да, то все это ведется в наших соцсетях. По нынешним требованиям все это сейчас переведено ВКонтакте и в Телеграме, поэтому welcome, подписывайтесь, и мы будем все на связи. И ваши организации должны быть открыты в соцсетях, должны быть сайты, должны быть ссылки, желательно, ну сейчас это контакт, Телеграм, там и другие, да. Вот есть как раз вопросы. Если у нас есть письма поддержки, которые мы получили при подаче заявки на конкурс грантов главы Якутии, да, их надо переделать. Это другой грантооператор, это федеральный уровень, давайте будем уважать. Вы можете адресовать либо экспертам, либо самому господину Роману Карманову. Владимировичу Карманову, генеральному Да. директору Фонда культурных инициатив. Мы любим, например, писать непосредственно генеральному директору, но кто-то пишет именно экспертному сообществу конкурса. Да, письмо поддержки от кого должно быть? От партнера. Вот смотрите, 10-м критерием оценки проектов является партнерская сеть, то есть партнерская поддержка вашего проекта. И в зависимости от того, какую поддержку окажут ваши партнеры, и если подтверждающее письмо о поддержке проекта прикреплено ли оно к заявке, то это плюс. Если вы просто перечислите, и кто-то там еще вам не даст письмо поддержки, да, о поддержке проекта, то вы получите минус балл. Поэтому обязательно, если вы указали всех партнеров, все партнеры вам должны предоставить письмо о поддержке, но самое главное указать в письме, какую поддержку они окажут. Материальную, там, помещение, транспорт, финансовую в виде субсидий муниципальной, либо да, денежное вознаграждение, либо методическую, либо информационную, либо организационную. То есть вы это должны прописать. То есть вот так вот. Так, дальше. Целевая группа. Если село маленькое, в количестве целевой группы есть ограничения? Нет ограничения, но сложно будет доказать, да, вот масштабность проекта будет небольшой, соответственно, сумма вашего гранта большой, ну, не сможет быть, но вы можете гостей, друзей из других сел пригласить. Ограничений нет вообще здесь.
где можно, это вы, наверное, сравниваете с грантами главы Республики Саха-Якутия, не меньше 50, нет, такого не будет, где можно посмотреть запись вебинара. Но вот про целевую группу я еще хочу добавить, да, что как раз-таки в культурных проектах есть отличие немного от проектов, которые мы подаем на фонд президентских грантов, что помимо целевых групп, которые мы с непосредственно работаем, там постановка, театр, изобретение и воздействие, да, то помимо этого могут быть еще одна целевая группа, что количество человек, жителей там села, района, которые вовлечены в культурную, креативную там среду и среду искусства, потому что они придут на наши презентации, выставки, ярмарки, там, в театр придут посмотреть наш спектакль, да, то есть вовлеченных в культурную среду можно дополнительно добавить, и туда могут войти ваши гости, да. Сколько проектов Запись. проходили, про запись вебинара идет, и если вы оставили, конечно, свои контактные данные, то вы их получите по электронной почте. На YouTube, я где- думаю, мы разместим. Подписывайтесь на наш канал «Единый ресурсный центр». Там более 150 вебинаров. Есть прошлогодние. От идеи до проекта их там просто куча, я бы Но сказала. вы можете нас найти и в Ютубе, и в Рутюбе по нынешним, да, требованиям. Также сколько проектов проходили данный конкурс, получали грант за последние 2 года. Мы еще раз повторяем, 226 заявок было подано в прошлом году, из них было поддержано 34 проекта. В этом году у нас проектов поддержано 18 из 176 проектов, поэтому давайте работать все на качество. Не стесняйтесь, не скромничайте, никто вашу идею не украдет и не передаст. Мы просто смотрим ваши проекты и повышаем его качество. Поэтому отправляйте ваши заявки. И заранее, давайте, коллеги, заранее, что-то не так много у нас на рынке осталось ресурсных центров, нас раньше было больше, и чтобы мы качественно посмотрели ваши проекты, да, и проконсультировались онлайн, офлайн, нам нужно время, поэтому если мы будем заранее это делать не в последний день, я сразу могу сказать, что в последний день и в последние, наверное, 2 дня мы экспертизу точно делать не будем. Чат уберем. В прошлом году было сложновато нам, конечно, но я считаю, что мы справились. И здесь вот как раз в партнерстве, да, вместе с вами поддерживая друг друга. Иногда на одной и той же территории реализуются очень похожие проекты. Встретитесь, сделайте стратегические сессии, послушайте друг друга, объединитесь, подастся одна организация, а проект можно усилить за счет партнерских связей. Мы так сделали в своей вот Арктической креативной академии. И, во-первых, мы не составили, я считаю, конкуренцию другим организациям, потому что у нас была стратсессия из тут 6 или 7 подобных нашим, да, организаций. И, во-вторых, мы их тут же пригласили в партнерство, получили от них письма поддержки, и сейчас мы будем вместе реализовывать. И сейчас время такое, консолидации усилий, сохранение, сбережение ресурсов, да, но в то же время я считаю, что проекты культуры, искусства, креативных индустрий как раз в наше время очень нужны и важны. Вот я вижу, допустим, наш телеграм-канал подписался лишь 1 человек, и это очень плохо. И Вот прямо сейчас на подпишитесь, все вам будет вопросы бонус. по культуре мы будем отвечать не в WhatsApp, а в телеграм-канале. Если вы все сюда подпишетесь, в этот телеграм-канал Единого ресурсного центра, если 1 человек задаст, мы тут же будем отвечать. Мы все вместе с вами формируем нашу экосистему в сфере культуры, искусства и креативной индустрии. Поэтому подписывайтесь на наш телеграм-канал, перейдите по этому QR-коду, и вы попадете. И мы будем вам мгновенно тут же отвечать, как составить письмо поддержки, как этого партнера найти, как тут же поделиться контактами, тут же найти друзей, да, партнеров проекта. Ну что, уважаемые коллеги, ну, буквально на ответы на вопросы у нас где-то минут 12 это Там еще в заняло, чате да? написали, да? В чате еще что-то есть у нас? Спасибо за работу. Надеюсь, что нам было всем полезно. Я довольна встречей. Единственное, что хочется видеть людей, конечно, воочию. Но скоро, наверное, мы будем встречаться чаще. Еще раз сюда отправьте наши координаты, да. Пожалуйста, запишите себе. Мы всегда в открытом доступе. Ну, мы культурные люди, да.
После 9 я точно не буду отвечать на звонки, и в 7 утра тоже не буду оказывать никакие услуги. Поэтому в рабочее время по записи ждем вас на следующей нашей встрече. Желаю всем успехов в Ждем ваши записи разработке. на консультации, на экспертизы. Да, это творческий, очень креативный процесс, разработка проекта. Желаем вам успехов. Спасибо вам, коллеги. Приходите к нам на площадку. Подписывайтесь в телеграм-канал. Всем нам будет там хорошо. До новых встреч. Спасибо, до свидания.